Вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас». И сегодня одним из нас становится, опять, как ни странно, японец. Почему Япония? Не секрет, когда один из твоих друзей, можно считать родственников, работает в японской компании, практически японец. Посмотрите, как он похож. Максим Романов на японского актера, звезду телесериала «Сигун». Да? И вообще... Япония для многих из нас ассоциируется со страной мечты, со страной удивительных возможностей. Да? 90% нашего оборудования японского производства. Практически вся республика, весь Дальний Восток ездит на японском транспорте. Японские компании, такие как медиакомпании, такие как Sony, к примеру, да, Panasonic и так далее, они являются эталонами именно в сфере средств массовой информации и коммуникаций. И я рад представить одного из руководителей, на самом деле, единственного, наверное, японского предприятия, Саха Даймонд, господина Миядзаки. Здравствуйте, господин Миядзаки. ヤクーツクに初めて来たのはもう21年前からたびたび50回ぐらいかな。Я уже более 25 лет, наверное, работаю с Якутией и довольно часто приезжаю. И в последнее время, конечно, очень редко. И вот спустя долгое время я приехал, говорит, и очень рад, что именно в этот сезон я приехал. Очень соскучился. Угу. На самом деле Якутию и Японию еще с советских времен связывает очень многое. Да? Энергетический рынок Южной Якутии практически был нацелен на Японию. Там и не только в горнодобывающей промышленности всегда работала японская тяжелая техника, которая напрямую поставлялась в социалистический блок, да, тогда. То есть, несмотря на холодную войну и так далее, Камацу работали всегда в добывающей промышленности. 話には聞いたことありますね。 Ну да, я что-то слышал об этом. Но мало того, вот ты говорил, давай не будем касаться политики, но тем не менее, в годы гражданской войны немало наших с тобой земляков, Максим, возможно, даже каких-то кровных, даже родственников, они уехали именно в Японию. То есть всегда Якутия тяготела к Японии, возможно, из-за близости культуры, из-за схожести внешне, я не знаю, всегда было такое тяготение. そういう文化は非常に日本に似てると思う。日本も808の神様がいるって言われるんですよ。だから同じような感じなのかなっていうふうに僕は見てるんですけどね。 Да, действительно, да, я вот больше 20 лет с Якутией соприкасаюсь, говорит, и заметил, что действительно у нас ментальность с ним схожа, и, как ни странно, схожи очень обычаи, говорит. Когда я впервые увидел, когда, например, выезжали в лес там и задабривали там духов охоты, огня и так далее, это у нас тоже очень сильно практикуется. Говорит, как бы в нашей традиционной религии, прямо так и говорят, у нас более 800 богов есть на каждый случай. Вот в этой направлении, говорит, да, очень много схожего в наших культурах. Вот эти верования, традиции, они на руку тем возможностям, которые дает экономика. それはね、日本のその技術の発展に対して何とか サポートするのかな、そういう宗教で。なんだろう、真面目って言われますよね。物事に対してとことん追求していく、変なとこでもう妥協しない。だこれはもっと良くしよう、これはもっと良くしようっていうのはおそらく武士の時代からあったのかなって気はしますけどね。Касательно религии, да, то есть все равно вот, несмотря на то, что есть синто, да, есть главенствующая религия, это буддизм, да, вот. При этом синтоизм, он не обязывает тебе поклоняться какому-то единому Богу. Вот. Поэтому это такой достаточно универсальный, удобный, всеми принимаемый факт. Вот. А то, что как религия влияет на развитие страны, то, безусловно, то есть религия, она облагораживает, она мотивирует людей делать лучше, не совершать плохого. И, безусловно, она очень сильно способствовала тому, чтобы страна также сильно развивалась. Я недаром упомянул сериал «Сигун», да, очень популярный, потому что там показывается контакт
внешнеевропейской цивилизации, с японской цивилизацией 16-17 века. И на самом деле контакты, они всегда важны. Да? Вам, как человеку, который отдал свыше 20 лет взаимодействию с Якутией, что нравится и что не нравится в подходах якутских людей, предпринимателей для осуществления деятельности, бизнеса? そんな感じしますよね。日本ともいろんな技術とかいろんなビジネスの仕方とか、あるいはお客様に対する接客の仕方とかかなり変わってきて、日本にかなり近くなったなって感じはしてますけどね。Да, когда я впервые приехал, вот, более 20 лет назад, то есть для меня казалось, это совершенно другая планета, совершенно другая страна, совершенно другие традиции. Люди, на мой взгляд, не умели работать, но в настоящее время очень большой прогресс произошел. И, в принципе, я особых каких-то различий между бизнес-средой, скажем, Японии и Якутией особо не замечаю. Конечно, есть такие моменты, которые с Японией очень сложно перенять, такие как, ну, скажем, сервис, да, там вот, обращение к гостям и так далее. Этого вот в Якутии чуть-чуть не хватает, но оно, скажу, намного стало лучше, чем было. 誤解のないように言っておきたいけど、別に特別日本のスタイルが素晴らしいという意味では言ってるわけじゃない。やっぱりこっちの良さもあるし、ただだんだん近くなってるなっていう感じはしますよね。Я ни в коем случае не хочу сказать, что у нас идеальная система там работы, да. Просто мы на самом деле вот в бизнес-сфере стали намного ближе, то есть и в понимании, и взаимодействии. И многое переняли друг от друга, да, получается. Да. Хорошо. Я очень удивился тому факту, что вот в благосфере, даже в вот нашей компании, вроде бы, ну, с абсолютно, скажем так, средними доходами, да, очень многие едут в Японию в качестве туристической страны. Туристической именно. Максим вот приехал с Японии и поведал мне удивительные, не то что факты, а обрисовал текущую картину, когда на первом месте, да, стоит промышленность, в частности, автомобильная промышленность, на втором месте стоит туризм. Лет 10 тому назад представить себе не могли, что Япония с его мегаконсервативными традициями и так далее, она станет открытой для туристов со всего мира, да, и предложит какие-то направления в туризме, которые будут интересны миллионам людей. Да? いう結果、どんどん増えて、今年はなんか1年間で4000万人以上になるらしいですよね。で、ロシアの観光客も毎年増えているというふうに数字的には発表されてますね。Да, я не скажу, что Япония была там закрытой страной, то есть туризм занимал, да, определенное место в экономике. Однако, когда должна была состояться Олимпиада в 2020 году в Токио, да, была принята такая государственная программа, что действительно надо воспользоваться этим случаем, да, и как бы намеренно акцентировать на том, чтобы развивать именно туристическую сферу. Для этого были созданы куча инфраструктурных объектов, там гостиницы, но в конечном итоге случилась пандемия, да, и все это не выстрелило, скажем, но спустя годы вот, все-таки это дало свои плоды, и сейчас туризм прямо нахлынул. То есть в этом году приехало в Японию порядка более 40 миллионов туристов. То есть это такая колоссальная, я считаю, цифра, которая действительно может повлиять повлияла, собственно, на экономику Японии тоже. 日本に来たんだったら日本の文化を守ってほしいというふうに言う人もいますよね。Ну вот здесь как бы есть и немножко отрицательная сторона, да, потому что среди всего вот этого потока это же разные культуры, разные религии, разные совершенно механики поведения, да, то есть то есть туристы не знают, как, например, вести себя, как выбрасывать мусор, как, то есть сейчас стало очень много людей, которые
говорят о том, чтобы нам необходимо защищать, собственно, свою культуру и ради этого вести какую-то заградительную, ну или как минимум пропагандировать о том, чтобы там, ну, так не вели себя. На самом деле у советских, особенно я советский сам человек, о Японии достаточно много стереотипов, в частности того, что они очень до сих пор верны традициям. Этот ответ я услышал о том, что во многом подход к традициям вашего народа, то есть саха, и японского народа, он во многом идентичен. Да? Второй стереотип такой, вот в Японии очень развита деревянная архитектура. Я сам имею отношение к обработке дерева, то есть столяр, обрабатываю дерево. Да? Почему у японцев такое почитание дерева? まあ最近って言ったらおかしいかもしれないけど、まあ、どんどん高い大きなビルもいっぱいできてきましたけど、もともとの日本の文化っていうのは木の文化ですよね。Да, ну и вообще изначально все дома и издревле, да, ну и по сей день как бы многие дома возводятся из дерева, да, то есть да, действительно дерево такой очень хороший материал, полезный. Ну вот я заметил, даже в городских жилищах очень много деревянных элементов, которые не увидишь здесь просто, не принято. 作るというニュース見ましたね。鉄を使わないで木だけで。Ну вот, да, говорит, элементы декора там деревянные, это, да, все присутствует, но также я недавно вот где-то прочитал в новостях, но не знаю, насколько это правда, что из дерева без использования каких-то смесей построили дом, ну, в 15 этажей. Угу. Ну, сейчас есть такое, что и даже в России многоквартирные дома тоже будут делать из дерева. То есть деревянное строительство переживает некий ренессанс, по крайней мере. Стереотип номер 2. Японцы очень любят саке. Так ли это? Ну, лично я люблю. Угу. При этом каково отношение в Японии к обществу, к тем людям, которые злоупотребляют? 日本はそうじゃないんだよね。ちっちゃいことでコトコトコトコトってお酒をついで自分のマイペースでこんだけ飲んでおいてでまた好きな時に飲む。だから割にね自分のペースで飲むことができるんだよ。Да, я не отрицаю, что да, наверное, есть алкоголики, да, и общество, наверное, к ним не очень хорошо относится, но здесь даже дело не в этом, то, что пьют, собственно, везде, и в России просто у нас отличие. В Японии же принято выпивать по чуть-чуть все-таки, да, наливают небольшую чашечку и пьют, собственно, в собственном ритме, то есть никто никого не ждет, там, ну, хочешь пить, хочешь сразу пей, хочешь по чуть-чуть пей. То есть нету вот такого обязательного какого-то церемониала, чтобы выпивали все одновременно. Я себя считаю, что, ну, как бы достаточно опытным, скажем, там, потребителем. Да, потребителем, но в то, как пьют в России, да, там, говорят, чай там, и выпивает, и каждый раз все до дна, говорит, ну, мой организм не выдержит. Стереотип номер, не буду говорить, просто очередной стереотип. Япония любит бить палками чучело начальника. なんかそういう文化があると聞いたんで、そのスタッフはなんかストレスをなせると、それは本当ですか？それは聞いたことないけど、こういう話はありますよ。藁で人形を作ってこう頭作って足で釘を、でそれは部長の人形？例えばこういうのあんまり聞いたことないけどね。Ну, я лично в своей практике такого не встречал, говорит, но был один случай, говорит, когда один наш сотрудник сделал там куклу, да, начальника, и он ее пошел и пригвоздил к столбу, говорит. Ну, только это, а так, чтобы были специальные куклы, где ну, и их сотрудники избивают, ну, да я об этом, честно говоря, не слышал. Стереотип очередной. Миядзаки-сан. Богатые в арабских странах покупают золотые машины,
строят небоскребы, живут там, не знаю, в каких-то суперлюксах там и так далее, и так далее. А как ведут себя богатые японцы? И вообще, какова их прослойка? 難しい質問だね。 Сложный вопрос так-то. イメージとすれば私はこれだけお金持ってますよ。例えば家もぐわ大きな家とかなんか玄関をこう金にするとか。 Насколько я знаю, богатые люди в Японии, как правило, не пытаются показать, что у них есть достаток. То есть они не строят себе там огромных домов там, и не инкрустируют золотом, там, скажем, входные группы там, какие-то свои. Ну, максимально скромные, я считаю. Максимально скромно. Да, я вот тоже не слышал, что какой-нибудь владелец японского там авто либо электронного концерна там замутил что-то с голливудской кинозвездой и так далее. Да, это когда как европейских и так далее селебрити это вообще принято. Да? Поэтому очень похвально, что ведут себя скромно. А в этой связи тот факт, что ваш новый премьер живет в общежитии, ездит на машине какого? 86-го года, да? Как воспринимается лично вами? 聞いたことない、わからない。 Я, честно, тоже не слышал об этом. То есть не думаю, что это... さっき言ったようになんていうの、金持ちとか偉い人はあんまりだからなんていうの、外からはわからないみたいな生活が多い。 Но это вот к вопросу о том, что как себя ведут богатые. То есть богатых очень сложно определить. Говорит, даже вот, скажем, императорская семья, да, они далеко не бедные, да, там, то есть у них есть определенные материальные блага, да, и тем не менее император, ну там член императорской семьи, каждый день, например, разъезжает на машине, там, то есть ей больше 20 лет, ну и спокойно, скромненько на ней передвигается. И не скажешь, что это член Да. императорской семьи. Да? Для вас, Миядзаки-сан, что является самым важным? Это самореализация на работе, это семья, это накопление каких-то материальных, да, или это духовное? Что вот является максимально для вас важным, вообще занимает большее количество жизни? 仕事を守ること、仕事を頑張ることイコール家族を守ることというふうに考えるよね。 Да. Если говорить о том, что действительно важно, то, мне кажется, для всех в первую очередь это будет важна его семья. Но как семью содержать, если у тебя нету соответствующей работы, да, то есть поэтому это все взаимосвязано, поэтому одно от другого сложно отделить. Поэтому работаем, мы, собственно, работаем во благо семьи. Семьи. Ну, то есть семья получается все-таки Да. важнейшая, да? Я читал в историях Максима, что у вас есть огород, дача, назовем так, да? Вот. Многие ли японцы вообще имеют дачу, и вообще насколько они отделены от земли? いや、それは1% もいないでしょうね。珍しいですよ。 Ну вот касательно, он живет в пригороде Токио, да, то есть, это таких людей очень мало, говорит, не более 1%, скорее всего. でもあれは любят. ね、一回やるとね、ハマりますよ。畑を耕して、ちっちゃいから手で耕すでしょ。 Да, ну у меня огородик небольшой, я все его возделываю сам, руками, говорит, и это такое непередаваемое ощущение, когда ты вот с небольшого семечка получаешь что-то там, цветет, потом появляется какой-то продукт, я его потребляю, говорит, ну это, мне кажется, те, которые связаны с землей, меня очень сильно, очень хорошо поймут, говорит, очень непередаваемое такое ощущение. А каким традиционным японским искусством владеет Миядзаки-сан? Ну, либо это обработка дерева, либо это, какие-то каллиграфия, что угодно. Что вот 100% аутентично японское. 新しい趣味をみんな見つけようと努力してると思いますよ。だからいろんな趣味が広がってる。山に行く人もいるし。 Ну, честно признаться, я таким традиционным какой-то хобби не обладаю, говорит, но
Вы же знаете, что в Японии очень большой процент долгожителей, говорит, и люди, например, когда уходят на пенсию, начинают искать, собственно. Я считаю, что многие, видимо, там занимаются каким-то вот игра Го, там, или там каллиграфией занимаются. Ну, я предпочитаю все-таки, для себя открыл все-таки, что я могу бегать, то есть он занимается марафоном и, собственно, вот огородом. だから何か自分の趣味見つけないと人生大変ですよ生きていくのは。 Да. Ну и еще один момент, что когда с возрастом мы прекращаем работать, говорит, при этом мы все еще энергии-то полно, там здоровье позволяет. И, как правило, мы оказываемся вдвоем, ну, как среднестатистическая семья, вдвоем с супругой, да, там. И каждый день сидеть дома и ничего не делать, это такая достаточно... Тяжелое испытание. Да, тяжелое испытание, поэтому вынужденно, мне кажется, каждый находит какое-то себе увлечение, которое позволяет ему выйти за пределы дома там, и проводить какое-то время вне, не общаясь, скажем, там, с членом семьи. Следующий факт, который я с удивлением узнал от Максима, это то, что средняя зарплата японского служащего, она равна нашей. それを円に直すとまあ日本の給料に近くなってるのかなおそらくね。 Ну, я не знаю, какая здесь средняя зарплата, ну, то есть есть определенная зарплата у наших сотрудников, то на этом фоне, да, то, что иена очень сильно просела, практически средние зарплаты, да, скорее всего, выровнялись. Мгм. При этом сколько стоит среднему японцу построить дом? では、平均的な給料をもらって家を建てるのはね、可能でしょ日本だ。まあ家を作る一個の家を作るのもまあそこまでいかないかな。一個の家を作る場合はもうちょっと安いかもしれないね。 Ну, тут сложно ответить однозначно, да, то есть все равно надо понимать, где это Токио или Хоккайдо, да, там, скажем, в прошлом году в Токио, например, средняя квартирка стоила порядка, ну, в рублях это 50 миллионов, да, при этом построить дом в пригороде Токио, наверное, все-таки будет дешевле, да, ну и, собственно, как и здесь, скорее всего, да, там, если в центре Токио там одна цена, то в пригороде, скажем, там, в Сайтаме, там, совершенно, то есть очень большой дисбаланс цен, то есть однозначно сложно ответить. Комментарий от тебя. Сколько все-таки стоит построить дом? Построить дом, скажем, на севере, в районе Таямы, наверное, стоит порядка 20-15 миллионов. Это вместе с участком еще, наверное. Примерно как у нас? Да, Примерно как у нас. Это в Таяме, да? Да. Сейчас очень распространены так называемые видео, которые показывают рутину, да? То есть как обычный человек встает, там обычный каменщик, там плиточник и так далее, встает, умывается, завтракает, едет на работу и так далее. Да? Ваша рутина как выглядит? だから9時過ぎに会社に着いてまあ僕はもう年が上だから5時ぐらいになったらもうオフィス出てでまた1時間20分ぐらいかけて家へ着くとこんな感じだね。お風呂とかなんとかしないの？お風呂とかその帰ると。入ったらまずお風呂入るかシャワー浴びるかそれからビア。 Ну, что-то интересное. Обычный мой день состоит так. Ну, в 6:30 где-то я просыпаюсь, в 7 завтракаю, у меня жена готовит завтрак. Примерно к 8 я выхожу из дома и иду на станцию, которая находится там примерно в 10 минутах ходьбы от меня. Сажусь на электричку и примерно час еду до работы. Говорит, ну, соответственно, там в 9 плюс-минус я прихожу в офис, ну, работаем. И поскольку я уже могу себе позволить чуть раньше уходить, то есть я, как правило, в 5 часов уже могу покинуть офис. おそらくねそのスケジュールはあんまりここ役つくとは変わらないと思うんだけどやっぱり一番違うのはね例えば東京の場合を言うと Ну и вот потом возвращаюсь, еще тоже час еду обратно, прихожу домой, принимаю ванну,
и готовимся к ужину. То есть мы обязательно должны перед тем, как продолжить вечер, обязательно помыться должны. Ну, вот. Ну и, собственно, основное отличие вообще от России, на мой взгляд, наверное, это вот именно передвижение. Вот это вот, который час занимает на электричке, это такое самое тяжелое испытание. Иногда оно занимает там и 1,5 часа. То есть ты можешь ехать стоя, когда электричка забита. Забито. То есть там практически все пользуются общественным транспортом. В Москве примерно тут та же самая картина, когда из Бирюлева, допустим, поехал куда-то в центр, да? Там тоже часа 2 можешь провести в общественном транспорте. Миядзаки-сан, ну, ваш статус, наверное, все-таки позволяет говорить, что у вас есть личный автотранспорт. Да, Миядзаки-сан, курма моттемасу ка? 持ってます。 Да. Какой модели? 何の車ですか？今はトヨタのライズに乗ってますけど。 И даже я понял, что у него райс, да? Да, Toyota Rise. Ага. А когда он, если он катается на электричке, что он делает на райзе? だからその車を何のために使うの？アルバイトしてるから奥さんがその時使うか、あるいは僕が畑に行く時に使うぐらいだね。 Ну, автомобиль, да, мы используем примерно в 2 километрах от нашего дома находится большой супермаркет, и на выходные мы едем туда за покупками. Вот. Также у супруги есть небольшая подработка, и она вот на районе вот тоже разъезжает по своим делам. Ну и иногда я, если мне лень пешком идти, я до своего огородика, который находится примерно меньше, чем километр, я еду на машине. Говорит, во всем остальном особо как бы не используем автомобиль. この間メーター見たらちょうど買ってから2年経つんだけども7000キロでしたよ。 Машину я купил 2 года назад, да, и недавно посмотрел на одометр, и там 7 тысяч километров я за 2 года наездил. А во сколько обходится содержание автомобиля? И Россия в японском экспорте автомобилей занимает, наверное, одно из первых мест. Примерно ежегодно заходит более 300 тысяч автомобилей. Только на Якутск, наверное, более 10 тысяч ежегодно машин поставляется. И причина любви к японским автомобилям заключается как раз-таки в том, что, вот, скажем, я свой личный автомобиль, я даже его капот, если честно говоря, там ни разу не открывал. Почему? Потому что когда я приобрел автомобиль, мы заключили с дилером соглашение на обслуживание. Каждые полгода я просто приезжаю, оставляю им автомобиль, они там что-то делают, меняют масло, там, проверяют там, давление в колесах и так далее, там, ходовую часть. Но по факту вообще ничего не происходит. То есть, что с автомобилем будет, если прекрасные дороги, то есть мы особо на ней не ездим, используем просто... Вот, то есть автомобили приходят, остаются в очень хорошем состоянии, и поэтому, скорее всего, вот в России любят японские автомобили. И изредка включается двигатель, да? Вернемся к стереотипам. Все ли японцы любят сасими, суши? Да, да. Да. Все? みんな好きです。やっぱり。 А в силу чего? 何で Почему? 好きですか？生まれた時から日本人が持ってる DNA で好きじゃないのかな。 Ну, это, говорит, сложно объяснить, почему все любят, да, то есть это на уровне ДНК, говорит, японцы с рождения прямо любят морепродукты. Конкурирует ли Япония с... Вот он сказал, что сын работает в части электрических автомобилей, которые учредила Sony. Да? То есть достаточно крупная электронная корпорация учредила направление, которое занимается электрическими автомобилями. То же самое мы видели с Huawei, то же самое мы видели с Xiaomi. Да? То есть все... Да, Apple Car, тот же самый, да? Apple Car. Почему вот это направление электричества, как он думает, является таким востребованным в мировой, среди лидеров мировой экономики? 石油燃やしてで CO2 を出してその辺のね問題は僕はよく理解できないんだけどね。 Да. Ну, по касательно электроавтомобилей, то есть это вообще тренд, вообще мировой тренд.
И поскольку Япония является мировым производителем автомобилей, то есть она никак не может игнорировать это направление, поэтому, безусловно, также пытается занять определенные позиции на этом рынке. Но лично я не совсем понимаю как бы смысл электромобилей, ибо для того, чтобы их создавать, необходимо, собственно, тратить Энергию. энергию, да, говорит. И в этой части мне вот непонятно, насколько все это оправдано в будущем будет. Мгм. При этом, как они пережили историю с Фукусимой? Лично он, Миядзаки-сан. 揺れましたね。僕はビルの4階にいたんだけど、うわいやびっくりしましたよ。 Ну вот, когда произошло землетрясение, а Фукусима от Токио находится порядка более 200 километров, вот, а я находился на 4-м этаже, и вот этот толчок прям мы сильно ощутили, то есть таких толчков вообще особо не было, говорит, ну да, такое неприятное ощущение было. Мгм. Нет, но страха не было того, что будет радиоактивная волна и так далее. では、そのひどいでしょ、その福島のステーションの中。もう人が入っちゃいけない、もう全部クローズしてしまいましたけどね。 Ну, нас уверили в том, что ничего не произошло, радиация не дошла, ну и ни в новостях, ни никто, ну я не слышал о том, что кто-то заболел, там облучился и так далее. То есть очень оперативно Фукусиму вообще закрыли, сделали закрытой территорией, и она до сих пор остается такой. だから死んだ人はおそらく一人もいないと思いますよ。津波ではいっぱい死んだけど、あの発電所で死んだ人は聞いたことない。 Да, то есть, конечно, были погибшие, но погибшие в результате именно цунами, говорит, а именно впоследствии радиации я не слышал. Мгм. И самый политический вопрос, завершение, да? При этом помнит ли население Японии, что Япония – это единственная страна в мире, на которую воздействовали ядерным оружием? 僕は青森だし、あれはアトミックは広島、長崎、ずっと南の方でしょ。全然関係ないけど。 Да. Я сам родом из префектуры Аомори, да, и слава богу, ни меня, ни моих родственников это не коснулось, потому что это все на юге было, происходило. Но, тем не менее, я лично помню. Мгм. И последний вопрос нашей сегодняшней встречи, последний, да, потому что Миядзаки-сан руководитель САХА японского предприятия. Да? Миф был еще с советских времен. Не миф, а стереотип. Едят ли японцы жеребятину? 日本全部じゃないけど、例えば青森とか時々ありますよ。 Да, ну, скажем, если у вас едят жеребят, да, то есть это прям жеребят, да, то есть у нас нету такого, чтобы ели жеребят, но Молодого едят жеребя. конину, да. И эта культура как раз-таки вот в месте, откуда я родом, с префектуры Аомори, это достаточно распространенное блюдо. 日本だと馬の肉っていうのは確かに珍しいんだけど、その地方によっては馬の肉の刺身、フレッシュな、これ美味しいですよ。 Да, и... ジンジャーとジンジャー醤油。 Конечно, безусловно, это как бы является редким блюдом, да, потому что не везде лошади есть, вот, и, ну, если оно есть, его принято как бы нарезать как сашими сырым. Ну, Вот. то есть это практически строганина по-якутски, да? では、違うというのは、その生でしょ、凍ってない。Да, единственное отличие то, что оно не заморожено. Пока есть возможность, да, налаживать связи горизонтального уровня, народную дипломатию, возможно, да, перенимать информацию о той или иной стране. Интерес к Японии у нас огромный. Вот сам видишь, что блогеры едут, да, вот мы приземлились там, Токио и так далее, и так далее. Интерес к Японии огромный. Еще раз, и туристы даже в условиях, скажем так, достаточно сложной международной обстановки, они едут в Японию, опознают Японию, удивляются Японии, потому что время цветения сакуры, время вид на гору Фудзи, это все вроде бы, где мы, да, и где Фудзи, Макс? Ну, я же хочу посмотреть Фудзи, и чтобы внизу в поле зрения обязательно была цветущая сакура. Да? Я хочу попробовать настоящий сашими, а не тот, который подают здесь. Да? Я хочу
не знаю, увидеть Сибую вживую, а не на видео. Весь этот интерес сохраняется, и это очень хорошо. И очень хорошо то, что такие предприятия, как Сахадаймон, которым руководит Миядзаки-сан, они остаются мостиком от народной дипломатии, народных контактов. Ведь мы обычные люди, он управляющий, да, ну, скажем, я руководитель телеканала, да, ну, примерно одного ранга, но вживую услышать вот те вещи, которые... На самом деле миф-то был такой, что из Якутии массово вывозят жеребятину, потому что японцы привыкли к омеге-3 и потребляют ее массово. Был такой миф, сам слышал, наверное. Да? Ведь везде стругают рубанком вот так. Они стругают к себе. Если же там что-то, не знаю, дерево 80 лет должно вылежать и потом из него обрабатывать, 80 лет. Это, я не знаю, философия у народа должна быть такой, которая помогает ей не то что выжить, да, но и выжить сейчас тоже в определенных условиях, но и становиться сильнее в любые шторма. Поэтому огромное спасибо, что приняли приглашение и дали возможность вот 1 на 1 задать вроде бы такие не самые удобные вопросы касаемо сакэ там и так далее. Спасибо. Все, это еще раз очередное наше японское турне было, благодаря Максиму Раванову, который с 2003 года работает в сахо-японском предприятии, непосредственно связан с Японией, японист, востоковед. В прошлый раз наши шорты о стоимости бензина в Японии набрали по 200 тысяч просмотров, на самом деле. И я думаю, что цитаты Миядзаки-сан, которые касаются и стоимости, и жилья, и так далее, мы тоже как бы нарежем, дадим, потому что людям интересно. Здесь строят на мат-капитал там, по ДВИ за 15 миллионов. Оказывается, в Японии построить дом то же самое. Да? Один из нас. Увидимся.